Добрый день! Мы продолжаем с вами наш урок, и сегодня мы уже будем моделить модель чайника. У нас с вами уже готовы две модели, и на чайнике мы рассмотрим, как совместить все наши знания, которые мы прошли на прошлом уроке. Итак, чайник мы также моделим с помощью mesh круг, да, circle. Итак, если вы зайдете сейчас в Edit Mode, то сначала мы заполняем, да, дно. Далее с помощью вида сбоку мы начинаем моделить и придавать форму нашему чайнику. Снизу у нас идет такая форма, да, подставочка. Потом у нас форма чайника имеет округлую форму, но благодаря модификатору Subdivision, который дополнительно скруглит нашу модель, нам не обязательно делать точный вид этого чайника. Нам достаточно лишь примерно обозначить его форму. То есть нам достаточно сделать примерно вот такую форму. Мы сделали экструд всего лишь 4 раза. И теперь давайте мы сверху, кстати, уберем лишний face X и убираем face. И у нас получится вот такой вид. Сейчас он не похож, конечно, на нашу модель, на референс. Мы заходим в модификаторы и включаем наш модификатор Subdivision Surface. Добавляем ему уровень 2. И, конечно же, мы добавляем ему Smooth, да, то есть Shade Smooth, чтобы он был сглажен. Избавляемся от многоугольника снизу Extrude Scale, да, таким образом. Так, и нам осталось еще добавить обязательно толщину. Толщину мы добавляем с помощью модификатора Solidify. Добавим ему Thickness и посмотрим, да, вот. Можно вот так оставить, либо мы можем поменять местами их модификаторы. Тогда у нас будет более скругленный верх. Можем здесь еще немножко. Вот, можно, в принципе, так оставить. На что стоит обратить внимание? Когда мы используем данный модификатор, мы заходим в Edit Mode, и когда мы находимся в Edit Mode, мы можем регулировать вертексы, да, вот выделяем. И с помощью простого скейла, либо надо с той стороны тоже захватить, поэтому обязательно используем прозрачный режим. И смотрим. Да, вот легким вообще движениями таких вот вертексов можно придавать форму разную. Для нашего чайника это очень удобно. Это все получается лишь благодаря вот этому модификатору Subdivision. Мы можем здесь добавить объем. Здесь, допустим, можно это поднять наверх и чуть-чуть тоже добавить объем. И все, у нас абсолютно вот другая форма получилась чайника. И все, теперь главная, основная модель готова. И еще на что стоит обратить внимание: чем больше у вас вертексов, разрезов, тем он будет меньше поддаваться скруглению. В каких-то случаях это, как у нас в нашем случае в чайнике, видите, вот здесь у нас прямо идет прямо, но все равно здесь мы видим скругление. В каких-то случаях, наоборот, это скругление мешает, его надо убрать. Например, вот снизу. Снизу у нас есть ножка, вот здесь мы видим, что она более жесткая, не такая круглая. И мы добавляем разрез. Видите, да, как только мы добавляем разрез, мы как бы укрепляем модель, и у нас идет более жесткие края. Это относится ко всему. То есть, если бы у нас чайник должен был бы быть вот такой формы, более жесткой, да, как вот лампа Аладдина, допустим,
мы добавили бы еще один разрез, который укрепил бы края нашего объекта. Ctrl-Z, давайте это уберем. Кстати, вот это же касается и нашего стакана. Мы берем стакан, и если мы добавляем Ctrl-R разрез здесь дополнительный сверху, мы видим, что края стали жесткими у стакана. И, соответственно, нам нужно немножко, наверное, толщину убрать. Вот. Вот такие моменты тоже стоит учитывать при работе с модификатором Solidify. Это касательно именно укрепления стенок и разрезов. Вот. Чем меньше разрезов, тем мягче идет, плавнее края объекта. Таким вот образом. Следующее, что мы делаем, мы можем скопировать для ручки то же самое. Возьмем из чашки. Кстати, чашка она гораздо больше размером, мы потом уменьшим. Ничего страшного, если ручка сейчас останется такого же размера. Также мы возьмем для крышки чайника, скопируем Shift-D нашу тарелку. Она вполне нам сгодится для крышечки. Его просто немножко уменьшим, поставим и доработаем. На следующем уроке также сделаем носик этому чайнику.